Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что готовит для вас судьба в ближайшие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь какие-то разговоры вышли. Здесь несколько разговоров, причем разговоры очень важные. В одном разговоре будете очень вы заинтересованы, а во втором разговоре здесь как бы взаимный интерес идет. Смотрите, первый разговор у вас случится буквально вот со дня на день. Разговор, который вам очень важен. Возможно, вы уже ждете этого разговора, либо уже спланировали. Возможно, вы ждете, пока человек будет готов с вами поговорить, может быть, на прием кому-то попасть, обсудить свои какие-то проблемы, ситуации. Здесь вам идет предупреждение. Если вы хотите, чтобы вас услышали, либо чтобы вам помогли, чтобы ответили, по-хорошему, по-доброму ответили, говорите как есть. Не нужно всяких теней на плетени, не нужно ходить кругами вокруг да около, говорите четко, прямо и в лицо. И тогда разговор будет более продуктивный, и вы получите то, чего вы хотите. Второй разговор случится попозже. Во втором разговоре здесь взаимный интерес, очень похоже на какое-то сотрудничество, деловое сотрудничество, рабочие вопросы, вопросы бизнеса. Также могут быть разговоры, связанные с близкими, с родственниками, когда нужно объединяться для единой цели. А здесь, мои хорошие, все гладенько будет, все будет замечательно. Я вижу, что вы настроены на человека, человек настроен на вас. То есть взаимный интерес поможет вам этот разговор очень удачно осуществить и завершить. То есть переживать вам не стоит. Каких-то особых посланий на этот разговор нет. Просто он у вас то ли переноситься будет, то ли как-то отодвигаться. Вы будете немножко нервничать, что вот я хочу поговорить, но у меня не получается, что-то постоянно мешает. Все нормально, тут немножко с задержкой, но разговор состоится. Так, следующий момент. Здесь у меня какой-то человечек заболел, приболел, плохо себя почувствовал. Может быть, вы, может быть, кто-то из ваших близких, не дай бог, какое-то недомогание. Смотрите, я вижу, что будет обращение к лекарям, к специалистам, к докторам. И у кого-то отыграется, что попутно осмотр будет, вы с одной жалобой обратились, а выяснят какое-то другое состояние, либо болело одно, а причина в другом. То есть для вас это будет прям такой неожиданностью и удивлением. Главное, что все решится замечательно, главное, что все поправится, все наладится, вас полечат, либо вашего близкого человека полечат. Главное, что вы узнаете истинную причину, либо будет очень четко, правильно поставлен диагноз. Так, здесь у вас парус, лодка в правую сторону, вверх. И какой-то человек, который пытается эту лодку остановить. Кто-то будет вам мешать, кто-то будет вас останавливать. У кого-то прям в прямом смысле слова, не пускают. А у кого-то отыграется, что человек каким-то хитрым тайным образом замедляет ваш ход. Вы это прям почувствуете. Почувствуете на себе. Мои хорошие, здесь очень важно понимать, что если вы за себя бороться не будете, то навряд ли кто-то придет, чтобы за вас побороться. Если вам видна цель, то препятствия не должны вас смущать, кем бы они ни приходились, кем бы эти препятствия ни являлись. Видите цель, идите к своей цели. Препятствия, если не можете побороть, тогда обходите. Это очень важно. То есть здесь какой-то конкретный человек прям на корму лодки давит, и не пускает ее вперед и вверх. Так, еще, возможно, какие-то задержки с деньгами, с материальным. Не вовремя дадут зарплату, не вовремя дадут пенсию. Человек пообещал, задержал деньги, передачу денег. Может быть, даже ваш близкий
человек, да, например, вам помогает с деньгами, говорит, что зарплата у меня там буквально завтра, а зарплата будет там в течение 5 дней. Понимаете? Вот имейте это в виду, потому что здесь рыбки вам явно не хватает. Рыбка очень маленькая у вас в руках. Деньги не тратьте куда попало. Старайтесь, чтобы у вас был хоть какой-то минимальный запас на всякий непредвиденный случай. Здесь нет никакого негатива, просто такое стечение обстоятельств. Не тратьтесь в ноль. И вот просто прикиньте себе, что а вдруг я не получу вовремя, да, вдруг что-то где-то там не получится, задержится. И немножечко экономьте. Экономьте, собирайте и не тратьтесь прям в ноль, не уходите. Это очень важно. Деньги будут, но с какой-то задержкой. Вот, чтобы вам было попроще, полегче, вас песочек предупреждает. Так, здесь у меня какая-то надменная барышня вышла, женщина такая, знаете, гордо голову свою носит и плечи прям чуть ли не колесом выворачивает в обратную сторону. Такая, знаете, типа красавица, умница, женщина высокого мнения о себе. Что-то вы ей в немилость упали. Здесь какая-то либо обида на вас, либо страх даже может быть перед вами, да, вот. Как бы она считает, что она лучше всех, а тут раз вы появились. И она себя некомфортно чувствует. Я не могу сказать, что она с вами будет ругаться, либо какие-то негативные действия в вашу сторону. Скорее, какое-то пренебрежение вами. Вот вы прям на себе это почувствуете. Мои хорошие, не обращайте внимания. Это такой человек, пусть делает, что хочет, пусть думает, что хочет. Вы, главное, своей жизнью занимайтесь и ни на кого внимания не обращайте. Не пытайтесь ей понравиться, не пытайтесь с ней там, я не знаю, задружиться, поговорить. Не надо. Человек вообще некультурный, невоспитанный. Там, оторви и выброси. Да? Эта женщина, она неприятная, ничего хорошего в ней нет. Не обращайте внимания, делайте свои дела. Она пусть там хоть кривится, хоть косится. Это ее проблемы. Так, следующий момент связан с мужчиной. У мужчины какие-то вот прям проблемы в жизни, что-то дела не ладятся. Он вам очень много не рассказывает о своих проблемах, о своих мыслях, о своих страхах, о своих переживаниях. Вместо этого мужчина показывает какую-то обратную тактику в плане того, что вот я такой весь холодный, вот я такой весь суровый, там не подходи, настроения нет, общаться не хочу, я там занят, 5-10. Ну, ведет себя вот именно как маленький злой колючий ежик. Девчонки, вот его настроение скоро поменяется, ну надо же. Поменяется в совершенно противоположную сторону. У меня даже карандаш выпал и перевернулся. Я вижу, что у вашего мужчины скоро это настроение заиграет. После какого-то долгого периода застоя либо неприятностей у мужчины начинает улучшаться картинка жизни. То есть какие-то хорошие звоночки, хорошие изменения начинают входить в его жизнь. Их становится с каждым днем все больше и больше. Прямо на ваших глазах мужчина будет расцветать. В прямом смысле слова, да, улучшится цвет кожи, глаза подобреют, больше станет улыбаться, больше станет с вами общаться. Причем общаться в таком хорошем положительном ключе. Да, у кого-то мужчина работу найдет, у кого-то у мужчины бизнес пойдет, кто-то из мужчин наконец-таки из своих каких-то болячек, проблем начнет вылазить. Да, это не будет в один день, но тем не менее надежда, она зажигается. Помимо надежды уже какие-то хорошие изменения входят в жизнь вашего мужчины. Со временем он вам все расскажет, все объяснит, но на это потребуется какое-то время. Пока он не уверен в себе, пока он четко не стоит на ногах, он... Ну, тяжело, да, давайте говорить прямо, он тяжело переносит этот момент. И ему легче закрыться, надуться, там, злиться, чем жаловаться, просить помощи, рассказывать о своих проблемах. Ну, такая личность он. Так, здесь у вас две птички, причем птички смотрят в левую сторону. Птички сидят. Какие-то новости никак не могут до вас дойти, каких-то 2 сообщения не могут до вас дойти. Может быть, человек отправил, но они еще не дошли. Может быть, отправил, и как там не сработала система. Такое бывает, да? Например, написал человек сообщение, отправил, либо подумал, что нажал кнопку «Отправить», а оно не отправилось. Если вы от кого-то ждете каких-то сообщений, и человек вам не присылает, не поленитесь, напишите этому человеку, напомните о себе, напомните о том, что вы ждете. Потому что какой-то случай может вмешаться и
Человек думает, что ага, я отправил, а вы не получили. Так, и еще момент. У кого-то отыграется, что человек, например, отложил там телефонный разговор, либо смс-переписку и решил лично вот глаза в глаза с вами поговорить, встретиться и вот эти новости вам передать. Одна покрупнее, другая поменьше. Две новости. Так, следующее. Дороги. Дороги. У вас в левой стороне дороги повыходили. Будут дороги, которые вы не планировали, либо дороги, в которые вы в принципе не собирались. Какая-то необходимость, какая-то ситуация. Даже, может быть, поедете туда, где раньше никогда не бывали, по какому-то новому адресу, в какую-то новую местность. В принципе, бояться здесь нечего. Как поедете, так и приедете. Ничего плохого не происходит. Просто для вас это как в новинку идет. Да? Новые адреса, новые виды за окном, да, новые какие-то места. Так, здесь у меня вышел волк. Волк, но очень тощий волк. Кому-то из ваших врагов и недоброжелателей как-то прям туго придется. Туго, прям плохо придется. Либо заболеет человек, либо в какую-то беду попадет. И вы об этом узнаете. Знаете, какая мысль будет? Помочь. Вам захочется своему врагу помочь. Это, конечно, похвально, но навряд ли ваш недоброжелатель, ваш враг примет вашу помощь. Это будет уж слишком оскорбительно для этого человека. Хотя, был бы этот человечек хоть немножечко поумнее, воспользовался бы этой возможностью и, может быть, и враждовать бы с вами прекратил. Да, ведь вы протягиваете руку помощи. К сожалению, отвергнет. Тут я вижу, что отвергнет вашу помощь. Но не расстраивайтесь, высшие силы все видят, все знают, и ваш этот добрый жест, он будет оценен по достоинству. Так, следующий момент. Здесь у меня женщина как просительница. Либо это какая-то ваша родственница, либо дочь, внучка, может быть, подруга. Что-то ей будет от вас нужно, она будет вас просить о чем-то. А вы, ну, то ли вам некогда, то ли вы, не знаю, по какой-то причине вы не хотите, вы будете отказывать, и она прям будет вас уговаривать. Уговаривать, пока не уговорит на то, что ей нужно. Так, какие-то успехи в учебе. Учеба, какие-то занятия. Может быть, вы сами занимаетесь, может, онлайн занимаетесь, может, дети ваши учатся, чему-то обучаются. Здесь какие-то первые успехи пойдут и будут хвалить. Либо вас будут хвалить за ваши успехи, либо будут хвалить ваших детей. Это будет приятно. И то будет приятно. Очень мотивировать будет. Так, пятерка большая у вас выходит и превращается в маленькую. Здесь какая-то ситуация, которая вас не на шутку напугает. Но когда вы поближе подойдете, либо присмотритесь, вы поймете, что не все так страшно. Да, у страха глаза велики. Не идите на эти провокации. Не бойтесь того, что вам кажется. Пока не разберетесь, не пугайтесь. Да? Сначала разберитесь, потом уже будете оценивать ситуацию и пугаться. Может быть, даже кто-то, да, под влиянием кого-то, кто-то вас там позапугивает накануне, и вы такая думаете: о боже, ну все, конец. А кажется, что вообще не страшно. Это ерунда, мелочи, ничего там плохого нет. Так, еще какое-то предложение идет, только я не пойму, с чем оно связано. Предложение. Почему-то вы это предложение как стороной хотите обойти. Как будто бы оно вас не привлекает. Вы так смотрите и думаете: ну, что там такого, ничего особенного. Да? Либо мне это не подходит, что-то как-то не мое. Вот здесь вам совет такой: никакие предложения не откидывать просто так. Каждое предложение нужно, во-первых, рассмотреть, причем детально рассмотреть, поближе рассмотреть, а потом уже принимать решение. Да, не отмахивайтесь от того, что вам предлагают, потому что в каком-то маленьком таком, ну, невзрачном предложении может крыться для вас большое благо. А вы так поверхностно посмотрите, скажете: да не хочу, и мимо пройдете. Вот все предложения, которые вам, чего бы это ни касалось, все это детально рассматривайте, просматривайте, и только потом уже принимайте решение. Ну, только потом уже, как говорится, отказывайтесь. Так, на работе. На работе могут быть какие-то моменты, не знаю, поломок, неполадок, как что-то выключается, отключается, портится. Может быть, какие-то инструменты, там, не знаю, электричество.
Ну, смотря кто где работает, да, могут быть моменты, когда вы просто будете сидеть без работы, либо вас раньше будут отпускать домой, да, какие-то нерабочие дни могут быть. Так, еще у кого-то отыграется на работе плохое настроение у вашего начальника. Да, кто-то испортит настроение, а, как говорится, достанется всем. Человек будет чернее тучи ходить и прям на всех может кидаться, срываться, там, агрессивить. Мои хорошие, ну, все бывает, никто ни от чего не застрахован, просто не принимайте на свой счет. Так, еще, девочки, здесь какой-то мужчина будет выходить с вами на связь. Только я не пойму, кем он вам приходится. Мне лишь только показали образ мужчины. Этот мужчина как будто бы давно либо искал вас, либо давно хотел выйти на связь с вами. Опять же, для мужчин и для женщин одинаково идет предсказание. Да? Именно какой-то мужчина вас ищет. Для вас это будет шоком, для вас это будет неожиданностью. И такая, знаете, реакция у вас замедленно идет. Да? Вы не понимаете, как правильно реагировать на этого человека. Открыть ему свои объятия, либо все-таки выставить руку, типа не подходи. Смотрите, вам просили здесь передать, что этот человек идет для того, чтобы что-то поменять, изменить, стереть и записать заново. Может быть, человек в прошлом как-то себя повел нехорошо, некрасиво, как-то мог поступить некорректно. И человек, движимый сознанием совестью, муками совести, хотел бы все это поменять. Да, то есть не с плохим человек идет, да, не с плохой целью вас ищет, а именно с хорошей, благородной. Да, может быть, как попросить прощения, в чем-то раскаяться, оправдаться перед вами, загладить свою вину. Такое идет. Не отвергайте. По крайней мере, выслушайте. Так, в венце у вас какая-то странная двойка. Двойственность, выбор. И она под вопросом. Мои хорошие мужчины и женщины, здесь вам будет дан выбор и дана возможность. Одна возможность связана с личной жизнью, а вторая связана с какой-то вашей мечтой, с какой-то вашей хотелкой. Вам нужно будет выбирать, что для вас в данный период времени более важно и приоритетно. Любовь, либо какое-то исполнение. Выбрать сразу два нельзя. То есть нужно будет определиться, чего конкретно вы хотите. Хотите личной жизни, то есть здесь, смотрите, возможность выбрать себе пару, либо возможность с кем-то наладить отношения, да, войти в фазу встречи отношений. Но если вы отказываетесь, то вам тут идет исполнение того, чего вы хотели, о чем вы просили, чего вы себе там мечтали. Но опять же, это не связано с любовью. Мне почему-то идет что-то связано с какими-то подарками, с какими-то деньгами, с какими-то вот именно возможностями, может быть, по карьере, по работе, по самореализации. Но это как награда, да, это действительно награда для вас и дан выбор. Вот что для тебя важнее всего. Поэтому, мои хорошие, подумайте и не ошибитесь. Выбирайте именно то, что для вас важнее всего на данный период времени. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.